Фестиваль японской культуры Мацури прошел в Якутске. Почетными гостями мероприятия стали представители консульства Японии в Хабаровске. Они устроили презентацию робототехники, представили легендарную собаку-робота Айбо. С культурным богатством страны восходящего солнца ознакомилась и наша съемочная группа. Репортаж с Аргланы Федоровой. Компьютерные игры, много оружия и косплеи. Современная японская культура. Вот, допустим, вот сделал плащ, а две вот эти вот руки и шипы сделал за 3 дня с креплением и с этими лямками. Любителям компьютерных игр представилась возможность состязаться в чемпионате по играм Наруто Шиппуден и Гультигер. На основе опыта могу сказать, что в них чуть лучше саундтрек и как бы больше упор может делаться не на историю и визуал, а на непосредственный геймплей. Воспитанники школы восточных единоборств продемонстрировали ломание досок, хождение по стеклам. Желающие смогли попробовать свои силы в каллиграфии, сложить оригами. А любители путешествий получили консультации о туризме в Японии. Ни разу не была, очень мечтаю, но Япония дорогая страна, дорогой тур, но думаю, что когда-нибудь моя мечта осуществится. Я очень бы хотела побывать в стране, которую я изучаю со студенческих лет. Облачение в кимоно занимает не меньше получаса. Сначала одевают нижнюю сорочку, а затем при помощи специальных тканей выравнивают фигуру. Затем облекают нижнее кимоно, которое прикрепляется целой системой специальных веревочек. Лишь только потом приступают к процессу одевания верхнего кимоно. Не остались без внимания и рецепты японской кухни, и традиционные игры. С помощью этого инструмента самураи тренировали ловкость и реакцию. Многих привлекла традиционная японская игра кендама. Игрушка состоит из 2 деревянных чашек разного размера. К ним привязан вот такой деревянный шар. Это очень популярная игра в Японии, и, скажем, очень много людей играет в нее, даже, грубо говоря, профессионально, и они очень трюков имеют. Она, в первую очередь, успокаивает, и для моторики рук очень хорошо, и вообще, да, вот. В 1991 году была создана Ассоциация Саха-японского сотрудничества. С тех пор фестиваль японской культуры в Якутске проходит 4-й раз. Пригласили артистов, самисен, музыкантов, а также танцоров с Хоккайдо. Консульство Японии проведет подобный фестиваль 25 мая в Хабаровске. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.